Это новые стройки, да? Это договор 14-го. 14 года. Да. Первоначально он был заключен с Казанским средним предприятием. Они 2 года строили, бросили это дело, мы с ними контракт расторгли, они оформили незавершенное строительство, и по соглашению мы эти дома забрали в собственность. Потому что на тот момент было оплачено уже более 42 миллионов рублей. Естественно, терять эти дома, как вот произошло по Кузнецова 3, нам бы не хотелось. После этого был разыгран, после того, как мы в декабре 2016 года собственно эти дома получили, и в конце 2015 года, в начале 2016 мы их разыграли, следующий застройщик активно взялся достраивать эти объекты, год практически построил и без объяснений причин бросил. Это вот как раз деревянка 154. И из-за того, что он бросил их в апреле месяце, в связи с неоплатой коммунальных услуг за тепло, ТЭС отключил тепло, и у нас по первому этажу не слили воду и прорвало всю систему отопления. Это новые затраты, это через депутатов мы это пропустили, они выделили средства для того, чтобы устранить. И я точно не помню, более 1,5 миллиона мы по решению суда взыскали, ну плюс еще 1 миллион рублей, который был обеспечение исполнения контракта. То, что вода осталась на отопление, это все было? Не слили просто-напросто. Слава богу, что не вся система у нас была заполнена. Они недостаточно слили, это те, которые приходили обучать инженеры. То есть, в общем-то, это инженерная ошибка не слили? Да. А сколько здесь? А будет расход, получается, район, да? Естественно. То есть они не слили, а значит... А устранять надо было нам, И конечно. какую сумму это вылилось? Это ошибка? Александр Викторович знает, потому что отдельно был контракт, который был исполнен в прошлом году еще, в декабре месяце, именно на систему отопления. Около 1 миллиона рублей. Это замена всей системы. Такие вот элементарные инженерные ошибки приводят к таким... Если бы у нас были добросовестные подрядчики, мы бы этот дом сдали в 2015 году и засидели. Потому что он по первому контракту должен был быть сдан до 1 апреля 2015 года. А иски были вот тем, что допустил инженерная ошибка? Конечно. Они компенсировали? Ну, Нет, вот по отоплению. Я говорю, к сожалению, вот АЗ-54 сейчас банкротство. Я говорю, единственная надежда, наша доля кредиторской задолженности, она самая большая, около 80%. Наверняка конкурсной массы-то и нет никакой, еще там. Единственный объект, да, который можно включить в конкурсную массу, это Кузнецова 3. Стоимость его, естественно, большой вопрос, какова она. Игорь Васильевич, извините, пожалуйста, а вот банковские гарантии какие-то были? Сейчас же требуют... 1 миллион рублей. Это что, на 1 миллион рублей они застраховали строительство? Они это не застраховались, это 1 миллион рублей обеспечения исполнения контракта по 44-му закону. То, что было, и то, что осталось у нас, естественно. 1 миллион рублей? Да. Это по какому адресу дом? Это дивизионная 50. Ага. Это корпус 1, это дивизионный 50А, корпус 1, корпус 2. 24 квартиры, 24 квартиры. Не проживаете. Ну да. А сколько здесь себестоимость получилась? Стоимость квадратного метра 40 тысяч рублей. Это первоначальный контракт. Общая сумма контракта 68 миллионов рублей. Насколько он сейчас не подорожал в связи с этим недобросом? Ну, смотрите, когда мы заключали контракт на это строительство, стоимость строительства жилья в Камне была 56 тысяч рублей. А стоимость вот этого 40 тысяч рублей. Но вот, допустим, Кузнецова 3, когда торги мы разыгрывали, там чуть-чуть даже цена маленько упала, там 39 с небольшим, там разница несколько месяцев заключения. Ну, конечно, вы не просчитывали, сколько получится? Ну, когда... Ну, смотрите, 68 миллионов стоимость вот этого строительства. Дополнительно средств, которые были затрачены за счет местного бюджета, около 10 миллионов. А площадь сколько? Общая площадь сколько? 34, грубо говоря, 34, 36.
этот дом где-то уже нужно сдать, да? Все это готово. Угу. Сколько квадратов в квартире? Не меньше 33. В одной 34, а в другой 37. Ну, это 20. Угу. Угу. Это вот было... Отопление отключено. Там подключили чуть-чуть. Здесь типа панели. Здесь магниевый, как он называется, СМЛ, потом ОСБ, пенополистирол и с той стороны точно так же ОСБ плита, ну и уже отделка. Дома очень теплые, даже когда батареи чуть-чуть были теплые и еще не смонтировали вентиляцию, здесь была вообще жара. Потому что у нас эта линия, она выделенная, она здесь от АТХ-2 идет, мы ее проводили от самого теплопункта до этого дома, она индивидуальная. И потом, когда к этой же линии подключили дивизионный 52, который каменный дом, здесь батареи были холоднее, чем там, но здесь было тепло, там было прохладнее. Потом, когда смонтировали систему вентиляции, конечно, начало маленько воздух холодный подсасывать, и здесь стало попрохладнее. Но вот сейчас вот практически вообще не то. Это немножко. По этим домам у нас претензии только по фундаменту. И то, что на сессии депутатов в декабре 2017 года было предусмотрено, на что деньги выделяли, на дополнительную экспертизу по несущей способности этих зданий и устройство ленточных фундаментов под двумя зданиями. Вместо ленточных фундаментов сделано то, что вы видите. Конечно, оно сейчас все хорошо, потому что щитовые дома, промерзаний нет. Это не камень, где тут роса будет на стене, как бы и все остальное. Вопрос я бы просил очень вас, Вячеслав Петрович, зайти в этот дом, в одну квартиру. Я вам покажу, как стояк, который они не успели еще сделать, который вот так вот стоит. Это о чем? Это о том говорит, что происходит осадка здания. Ну, я там был в 2015 году, было строительство как раз для детей-сирот и для Строительство. То есть эксплуатации нету пока, да? Чтобы посмотреть, сколько они будут. Не, панели новая технология. Она новая для России. Да, их недавно только начали применять. Почему для России? Мы в Якутии сразу начинаем строить. Якутия тоже Россия. Как они себя поведут в Якутии? Канадский опыт. Канадский опыт боится. Ну, он, это Равринянки. Сейчас, наверное, высшие школы музыки уже требуют ремонта. А высшая школа музыки тоже по канадскому? Да. Равринянки об этом сейчас страдают. Иван Иванович, вы где? А. Здание не осаживается, есть подтверждение. Съемка марок. Трещины и все остальное, как бы это. Да, вот лично это явно уже... Ах, трещины пошли. Да, трещины. Вот, видите, стоит. А когда мы в декабре месяце пришли 2017 года в депутатской комиссии, Плотский, Тимофеев, Усенко, я и еще этот, по всему этажу, поэтому было, все стояки вот так стояли. Это говорит о чем? Что здание осаживается. Нет. Это, ну как нет? Да вы по каменным домам пройдите, и там точно так же. То есть старики от температуры не стало отопления, старики условно сжались. Отопление дали, они расширились. Вы же знаете, что компенсаторы делают даже для этого? Вот такие вот спирали обратно.
То есть И в Молдавии у поэтому- всех ну, вот такие кривые, да? 40 стоят? сантиметров от стены стояки отходит. Много. Нет, Александр 40 Викторович, вы здесь ничего не отходит. Вы хоть понимаете, что вы говорите? Но вы понимаете, что осадка здания и вот это совершенно не связанные вещи. Вот. Вот Как это не связано? Вот если в трубе, куда деваться, если задняя осела? Оно выпирает, оно же не может как бы самоуменьшиться. Когда по трубе горячая вода пошла, она, естественно, расширилась. И вот реально она расширилась. Вот то, что... У вот вас в это- квартире точно так же все расширенные, вот так целый сезон стоят, вот так стоят? Нет, что у ли? меня в квартире Ровные, да? металлические, да. Вот. А расширение буквально на полсантиметра дает просто вот здесь вот такой Да выкид. сегодня Вы везде понимаете? пластмассовые. Я понимаю. Я Да. почему говорю, что если бы у нас были основания нормальные, фундамент, Нет, давайте не так. было проблем. Осадки индицируют, они другим совсем методом. Вот это вот не связано с осадками. Как-то не связано. Вообще не Ну, связано. конечно. Эта система никак не связана с фундаментами. Никак. Понимаете, никак не связано. Это между собой щитовые дома с досок сделаны, бескаркасные. Без этого они между собой сжимаются, потому что снеговая нагрузка у нас с вами 30-35 тонн. Учитывая, что 300 килограмм на квадратный сантиметр, только снеговой. Плюс нагрузка от кровли, плюс нагрузка от всего строительных материалов. Вы посчитайте, какое давление идет на эти щиты. Это еще нету... Или на слайд. Первый раз, когда первый подрядчик бросил строительство, и это было зимой. И здесь, особенно когда конденсат образовался на третьем этаже, там больше всего пострадала ОСБ отделка. И обои пострадали, и потолки пострадали, это все устранялось. И второй раз, то есть два раза это все повязало. Естественно, что внутренняя отделка, шпаклевка, сами плиты, вот эти стекломатный лист, естественно, он тоже пострадал, потому что он влажный. И сейчас мы это все устраняем, на этой потребности. А вот здесь кто-то живет, да? Здесь Ага, две Вадик здесь живет, 50-ки да? скрепленные между, то есть получается СИП-панели у них вот такие есть, закладные, и вот здесь вот 50, то есть грубо говоря 50 на 50 брус, ой, 10 на 10 брус. Нет, я просто задаю вопрос из-за того, что Алдан имеет свою специфику. Тут очень много снега. Начиная с сентября месяца, и даже у вас на вывозке снега у Бугая не хватает денег. Ну, управляющая компания, в принципе, если Давайте сбрасывать, полностью мы сейчас пойдем сбрасываем Пошлите, самостоятельно, пройдемся да. Эти дома стоят уже, Во-первых, сами получается, пройдемте, 4 года. посмотрим, как другие комнаты. 4 года дома стоят. Это интересно, посмотрим, может где-то еще есть. Это то, что горят от тепла, от горячей, от холодной воды. Давайте еще пройдем одну. А здесь кухня, да? На кухне, да. Не, ну тут трещины тоже есть. Это после заморозки, но то, что было. После, да, а сейчас в том доме-то все сделано, она уже готова. Вы подрядчик? Ну, поработаем, да. Кем кто по должности? Ну, обычный рабочий. Обычный рабочий, нет? Ты сам бы селился в такой квартире? Да. Я отвечаю, что в том доме уже все то, что... Не, ну тут Таблетка, ладно, она вся это бумага. Не, ну тут трещины, в принципе, есть. Это Ну, смотрите, ну это бумага. Это с вами не фанера. садится? Это сейчас сверху пойдет гипсокартон. С Гипсокартон обоих будет. сторон, конечно, общеваться будет, и с обоих сторон. А если вот делать, что это посмотреть? Вот в том доме-то уже. Это просто... А, это Здесь ты не живем делал? просто так, да. Это старое, то, что сделано было. Вы зайдите, первый пойдите, там все отлично, второй также. Да. Еще, у вас еще случайно... Там лист начинает путаться. Остатка мы там зашли, снизу как бы смотрим. Здесь нормально. Здесь трубы просто нормальные. Здесь нормально, да. Нормально. Тут, понимаете, оно Ну, стена-то одна, вот это... если бы оно как бы был монолитный фундамент, а тут получается стойки же отдельно все. Поэтому тут какая-то может просесть, может какая-то... Нет, труба стоит. сколько в глубину ушла? А никто не знает. Так Это- скрытых работ нету. Да, здесь на каждый дом 84 метровые сваи. То, что там иногда бывает, что там заколачивали погрузчиком или экскаватором, это все вранье. Потому что с Фотографии самого начала
Это по Кузнецова 3, там возможно. Здесь японский был аппарат такой на автомобильном ходу, который закручивал эти винтовые сваи. Винтовая свая там где-то вот на таком винт, и он закручивается по технологии, пока не упрется в какую-то... То есть даже если булыжник, он уперся, они были вот на разной высоте. То есть как я когда вот свайное поле здесь было, они были на разной высоте вообще. Они потом отрезаются все, ну и дальше идет строительство. То есть это сама технология. Игорь Васильевич, как раз я в 15 году пришел после этих свай к вам, да, помните? После этих свай я сразу пришел к вам. Еще один объект.